Коллеги, здравствуйте. Поговорим с вами сегодня немножко про возможности для бизнеса, которые предоставляет Яндекс. Хочу начать с вопроса. Переключается? Отлично. Вот здесь в основном, я так понимаю, представители бизнеса собрались. Скажите, пожалуйста, что нужно бизнесу от интернета? Я от вас хочу услышать ответы. Погромче, пожалуйста. Продажи. Клиенты. Лояльность. Имидж компании. Так. Ну, в общем, много всего интересного. Все мы все это прекрасно знаем. Но в итоге, понятное дело, что конечный итог всех наших этих целей, мы все хотим, конечно, денег. Бизнес – это деньги, конечно же. Поэтому я постараюсь сделать акцент на том, как четко понимать в процессе деятельности в интернете, четко понимать, как ваши действия приводят к конечным деньгам, вот к этому состоянию. Соответственно, чтобы получить денег, что нам надо делать? Я понимаю, что сейчас играю в капитана очевидность, все вы это прекрасно знаете. Первое, нам надо, значит, получить клиента. Нам этого клиента нужно что-нибудь продать, его конвертировать из потенциального клиента в состоявшегося. Очень важная составляющая повторной продажи, работа с уже лояльной аудиторией и измерение. Измерение в интернете – это отдельная вещь. Я так посмотрел после программы, после меня будет отдельный доклад про это. Я очень надеюсь, что там все это будет раскрыто. Сам тоже немножечко коснусь этого. Так вот, поехали. Значит, привлечь клиента. Ну, буду рассказывать на примере Яндекса. Понятно, что есть другие альтернативы. Кроме Яндекса. Ну вот на примере его расскажу. Значит, как вы можете вообще в принципе привлекать клиентов? Есть масса различных способов. Я хочу вам сегодня рассказать про два из них. Про рекламу на Яндексе. Порекламирую сейчас секцию моих коллеги. Завтра будет отдельный доклад большой о том, как можно использовать мощь интернет-рекламы. Так что все вопросы по рекламе, пожалуйста, наверное, на завтра. Сегодня поиск, социальные сети, про привлечение клиентов немножечко расскажу. Значит, про поисковую выдачу, конечно, все знают, в предыдущем докладе это упоминалось. Хочу остановиться лишь на том, что есть возможность управлять информацией, которая о вас появляется в поисковой системе. Вот так вот примерно выглядят результаты поиска. Я навыдергивал несколько кусочков примеров. Красными квадратиками обведены дополнительная информация, которая подается владельцам бизнеса в поисковую систему. И эта информация появляется в дополнение к стандартному поисковому высветлению. Эта информация позволяет рассказать чуточку больше о том, что поисковый робот найдет и сочтет наиболее важным для пользователя. Таким образом, можно, например, вот посмотрите второй пример. Если человек ищет какую-то организацию, и это офлайн бизнес, локальный бизнес какой-то, не интернет-бизнес, да, он может, минуя сайт, сразу обратиться в компанию. Есть адрес, есть телефон. Или же, если он, например, собирается, не знаю, пойти в ресторан, пожалуйста, ему сразу видно, о каком ресторане идет речь. Естественно, все это, конечно, влияет на поведение пользователя и в большинстве случаев, конечно же, увеличивает в итоге конверсию этих посетителей, пользователей в состоявшихся клиентов. Или вот еще один пример, тоже очень интересный. Можно для результатов поиска, которые, значит, когда поисковая система находит в интернете какой-то товар по запросу пользователя, можно ему сразу же тут же предложить цену. Очень интересный механизм. Ну, помимо цены еще и доставка, например. Если кто-то здесь всерьез занимается SEO, то мои следующие слова покажутся страшными. Я скажу, что вот эта штука может повлиять на кликабельность в худшую сторону. То есть, по идее, клики могут упасть. Но по нашим исследованиям, самое интересное дальше, конверсия, то есть количество людей, которые купили этот товар уже на сайте, она значительно выше.
И это означает, что подобные вещи вам позволяют отсекать еще на этапе поиска тех людей, которые у вас все равно ничего не купят, да, все равно не выполнят целевое действие на сайте. И привести только тех, на кого вы готовы потратить время. Понятное дело, что не сайт, но все равно звонки, общение и так далее. Соответственно, эта возможность бесплатная. Вот есть еще один интересный пример. Значит, все мы тоже уже с вами знакомы с социальными сетями, знаем, как хорошо они сейчас развиваются и какое влияние они оказывают на онлайн-бизнес. Простой пример, простой инструмент, который вы можете у себя использовать для того, чтобы начать как-то работать с социальными сетями. Есть у нас такая кнопочка «Поделиться» называется. Она встраивается очень просто в любую страницу вашего сайта, и если у вас там есть какой-то интересный контент, которым люди хотят друг с другом сделиться, ну знаете, как ссылку друг другу Ваську кидают, там, ой, посмотри, там интересно. Примерно то же самое, в один клик можно отправить заинтересовавшую статью к себе в социальную сеть, где ее потом увидят другие люди. Да, например, у вас акция. Расскажите, пусть ваши клиенты, они расскажут своим знакомым. Да? Это вот то самое из уста, о чем мы сейчас говорили, те самые 36%, которые очень положительно влияют в итоге на коммерцию. Вот такая кнопочка, она настраивается. Ну, тут все достаточно просто. Встраивается в сайт крайне просто. Окей. Про продвижение, если у кого-то еще будут вопросы, я так понимаю, что есть масса вопросов, это мы давайте, наверное, потом в кулуарах, это обычно холиварные темы. Пойдем дальше. Значит, важная вещь – это конвертация клиента, да? Сделать из того человека, который интересуется, сомневается, ищет, человека, который вам денег отдал. Тот, кто принес вам денег, отдал, купил что-то у вас и так далее. Соответственно, мы выполнили ряд действий по продвижению, привлекли много народу, нас очереди. Но этого мало. Смотрите, какая история получается. Вот классическая воронка продаж. Опять капитан очевидность поиграю немножко. Смотрите, значит, допустим, на внешней площадке ваше объявление увидели 1000 людей. Из них на следующий этап вороночки вниз перешли, там не 1500 на сайт зашли. А из этих 500 купило у вас, ну, например, там вдруг внезапно 10. И это значит, что в каком-то месте у вас воронка неестественным образом сужается. То есть к вам идет хороший поток посетителей, но почему-то не покупают. Может оказаться в итоге на самом деле, что недостаточно описан товар хорошо, непонятно, как работать с сайтом. И вот эти проблемы, они обычно сильно снижают конверсию. И вот это вот, опять же, смотрите, как получается. Мы можем вкладывать много усилий в рекламу. Мы можем всячески продвигать там наши сайты, всячески зазывать на них аудиторию. Но если у вас при этом сайт плохо работает, не нацелен на выполнение конкретного действия пользователя, и конверсия у вас низкая, это значит, что все ваши усилия уходят впустую. Соответственно, нужно в первую очередь вкладывать свои усилия в инструмент, то есть в ваш сайт, который бы конвертировал пользователей, а уже потом приводить туда посетителей, чтобы деньги, которые вы потратили на привлечение, не прошли зря. Ну, соответственно, вот в этом месте у нас воронка сужается, как в офлайн-магазинах мы решаем эту задачу. Мы делаем для людей удобную навигацию, мы для них персонал обученный, общается с покупателями,
всячески стараемся показать товар. Ну, вы сами ходили в эти большие магазины, все прекрасно себе представляете, да? Товар пощупать, опять же, о чем говорили, посмотреть, с ним повзаимодействовать, всем, конечно, это хочется. Но плюс к этому еще понятная процедура, как этот товар получить, куда зайти в магазин, как к нему пройти, где касса, как оплатить. Ну, мы все знаем, все к этому уже давно привыкли. В интернете это для многих новинка, но немножко по-другому происходит. И смотрите, соответственно, получается, что для того, чтобы у вас человек совершил какое-нибудь ключевое действие, а надо понимать, что у вас интернет-проект создается ради какого-то конкретного ключевого действия. Если это интернет-магазин, то все просто. Человек должен купить. Ничего другого на сайте он делать не должен. Он должен прийти в итоге и купить. Он может по дороге исполнить какой-то определенный сценарий. Пришел, почитал, сравнил товары, посмотрел фотографии, в итоге купил. Или же, может быть такой сценарий, человек пришел, посмотрел товар, ознакомился, позвонил. Или пришел в офис. Но в итоге все равно конечная цель – это продажа. Любой другой интернет-проект можно также расписать по таким вот сценариям. И исполнение вот этих сценариев – это есть ваша воронка продаж. Вот пару примеров для того, чтобы, пару инструментов скорее, да, для того, чтобы вашему пользователю было чуть-чуть проще общаться с вашим сайтом, с вашей компанией. Много информации на сайте, предложите человеку поиск. Ну вот, например, живой пример, да, неплохой сайт, оказывает юридические консультации, много информации на них на сайте размещено. Все достаточно логично, просто. Люди приходят на сайт с какой-то конкретной целью. Да, узнать, например, в данном случае, это, по-моему, украинский пример, об изменениях правил дорожного движения. Да, вот человек пришел не для того, чтобы выбирать из пунктов меню, как мы изначально задумывали, да, а для того, чтобы реализовать свою задачу, узнать, что же там такое изменилось. Соответственно, ему можно здесь предложить поиск. Яндекс предоставляет такой инструмент, поиск для сайта, встраивается поисковая строка в ваш сайт, индексируется большим поиском, и потом пользователи могут искать необходимую информацию привычным совершенно для них способом, если они не могут ее, например, по меню пройти и найти. Вот еще тоже пример. Большой сайт, посвященный литературе, книжкам. Я, например, хочу найти на сайте необходимую книжку. В данном случае, пример, это у нас про комнатные растения. Если бы я пошел по меню, я бы никогда не догадался, какой из пунктов меню мне кликнуть. Ну, то есть я бы очень много времени потратил, у меня был бы вот сценарий вот такой вот, и я бы, наверное, конечно, где-нибудь в каком-то месте пришел до нужного мне ответа. Но этот инструмент гораздо проще. То есть сценарий сокращается до одного действия, человек находит нужную ему информацию и пошел дальше по сценарию. Окей, вот, значит, про поиск. Встраивается очень просто, индексирует ваш сайт. Можно искать по сайту, по нескольким сайтам, либо по целой тематике каталога, либо сразу по всему интернету. Опять же, предоставляется бесплатно. И вот, наверное, самая интересная часть поиска, ну, то есть про поиск мы все знаем. Вот, как можно его интересно в обратную сторону использовать. Вы ставите на сайте поиск, а потом смотрите статистику, что люди ищут. Что они не находят обычным способом на вашем сайте. Может быть два варианта. У вас этой информации нету, но она людьми востребована, это означает, что ее туда нужно добавить. Нужно придумать какой-то бизнес-процесс, который бы позволил на интересе людей сыграть. Да? То есть, если у вас, например, не знаю, там, продаете комнатные растения, люди у вас ищут филодендрон, филодендрона у вас нету в ассортименте, расширьте ассортимент. Или если у вас информация на сайте это на самом деле есть, и ее при этом часто ищут, означает, что сайт в навигации где-то, наверное, не совсем хороший. Вообще статистика штука мощная, если в нее углубляться, можно много всего узнать, поэтому я, наверное, очень сам с интересом послушаю следующий доклад.
Значит, да, про общение. Про электронную почту говорим. Вот смотрите, да, мы когда с вами общаемся друг с другом, с партнерами, ну, на самом деле, в личном общении это нормально. В личном общении там этот момент не так важен, да, но вот когда мы общаемся действительно там, с клиентами, с партнерами, мы обычно думаем как, что мы вот представляемся человеку: здравствуйте, меня зовут так, вот подпись, вот примеры, там, например, моя подпись в письме, подпись моей коллеги. Мы вот считаем, что это то, как нас видят, как мы хотим, чтобы нас видели наши люди, с которыми мы с той стороны общаемся. Но на самом деле общение начинается чуточку раньше. Оно начинается с момента, когда человек, видно вам? Да, ну так видно. Когда человек читает адрес электронной почты, от кого приходит письмо. И если вот в повседневной жизни, например, нам для личного общения с друзьями, там, с родственниками, нормально совершенно использовать электронные адреса, ну, такого вида, да, например, Юлия 8 Брун, ну, например, нормально. Но в деловой среде это уже ненормально, это уже плохо. Представьте себе вот такую ситуацию. Представьте, если бы, например, у Стива Джобса был такой прекрасный имейл Стиви 77, Билл Гейтс или Барак, собака там и так далее, да? Нехорошо. Ну, выглядит это примерно так. Конечно, это имиджевые репутационные издержки. Нам не очень хорошо так поступать. К вам, соответственно, относиться будут так же. Поэтому что предлагается? Предлагается использовать почту с корпоративным именем. Если у вас даже есть сайт, нету сайта, неважно, домен. Главное получить себе домен, зарезервировать свое имя и с этим именем ходить как с единым брендом, общаться с клиентами, с партнерами. А мы для этого предлагаем, соответственно, инструмент, который вам позволит организовать почту, общаться. Значит, предоставляет, называется почта для домена, с неограниченным количеством почтовых ящиков, неограниченным объемом информации, много всяких плюшек в виде спам-обороны, всяких защит и так далее. Плюс, ну, понятно, что бесплатно, у меня сегодня все бесплатно. Почта в мобильном. Отличная штука, то есть где угодно, на выезде, вне офиса, вы всегда на связи. Вы всегда можете получать информацию и всегда эту информацию можете раздавать народу. Вот. И давайте дальше двигаться. Значит, следующий шаг — это у нас повторные продажи. Скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто всерьез задумывается и занимается повторными продажами. Отлично. Там есть тоже, да. И я думаю, что вы сейчас дружно закиваете мою фразу, что на самом деле это куда более маржинальная деятельность, потому что в нее при повторных продажах не надо вкладываться в лояльность клиентов. Все покивали. Отлично. Хорошо. Вот вам пару инструментов на эту тему. Значит, страницу это все знают, конечно же, да? Ее видят ежедневно десятки миллионов людей. И, наверное, некоторые из вас знают о том, что страницу можно, вообще говоря, под себя настроить. Она может выглядеть для каждого пользователя индивидуально. Она вся состоит из так называемых виджетов, построена по виджетной технологии. Это виджет — это, по сути, блочок такой информации, небольшой, который пользователь сам себе устанавливает. Говорит: я хочу новости Новосибирска. Я живу в Новосибирске, вот пускай у меня здесь будут новости Новосибирска. Или ну, какой-нибудь функционал там может быть, да, игра, шахматы можно там, наверное, сделать. И фактически, вы знаете, все эти, большинство этих виджетов, которых там в каталоге сейчас насчитывается у нас около 10 тысяч штук, они все по большей части сделаны сторонними сайтами. Это инструмент для того, чтобы некая компания или там некий сайт смогла предложить пользователю
разместить на главной странице Яндекса свою информацию. То есть это могут быть новости, это могут быть игры, это могут быть какие-то предложения, акции и так далее. И выглядит примерно так. Ну, пару примеров вам покажу. Значит, с небольшой статистикой. Слева, как выглядит виджет. В середине это кнопка в каталоге, ну, так, просто вам для информации. А справа немножечко статистики. Значит, такой вот виджет конкретно, как это, делается в течение 5 минут. Берется RSS-поток с вашего сайта, новостная лента, например, да? Вставляется ссылка в необходимый раздел на Яндексе, и, пожалуйста, виджет готов. У этого виджета более 1000 посетителей ежедневно, и он генерирует более 600 кликов на сайт, переходов. Да? То есть 5 минут работы, и у вас лишний дополнительный поток, возвращаемость ваших клиентов. Фактически это информация для тех, кто уже взаимодействовал с вашим сайтом, ему это понравилось, он сказал, да, я хочу эту информацию с собой носить. Поэтому это не столько рекламная вещь, ну, то есть мы рекламу туда не берем. Реклама прямая никому не интересна. Это когда человеку действительно интересно получать информацию от этого сайта, он сам берет, выбирает то, что ему нужно. Или вот вам еще пример. Это более сложный виджет, который, по сути, уже является не просто потоком новостной какой-то ленты, а уже с неким определенным функционалом. Здесь прямо можно себе, прямо на главной странице Яндекса, попробовать себе повыбирать автомобильчик, например. Да, все мы прекрасно знаем, что человек, которому что-то понравилось при общении с компанией, он расскажет 3 своим знакомым. Если ему что-то не понравилось в общении с компанией, он расскажет об этом 10 своим знакомым. Поэтому вот негатив, он обычно превалирует и воспринимается людьми гораздо ярче. Вот пример, как иногда можно встретить некоторые отзывы для компании в сети. Или вот тоже такой пример. У меня коллега, он тоже рассказывал похожий доклад, он приводит всегда пример очень интересный. Он мотоциклист, брутальный такой мужчина. Запчасти. Пошел искать запчасти для своего байка. В интернете наткнулся на страницу, где, значит, 172 комментария про магазин, исключительно негативных. То есть вот есть некий магазин, в котором он собирался купить товар, прочитав там несколько комментариев из 172, естественно, он туда уже перехотел идти. А компания об этом не знает. Ну, то есть, фактически это получается такие потери, это возражения, с которыми невозможно работать. Да, если компания их не знает, и вот такой вот негатив идет, практически никак с ним нельзя бороться. Но мы для этого предоставляем некий свой инструмент. Это поиск по блогам. Фактически тот же самый поиск, только по определенной сфере Рунета. То есть у нас сейчас порядка 58 тысяч источников, которые мы мониторим. Попробуйте просто для начала поиграться. Попробуйте вводить название своей компании. Может быть, что-то уже о вас пишут. Попробуйте помониторить рынок, что люди говорят о конкурентах, например, или о товарах, с которыми вы работаете. Можно, наверное, много всего интересного узнать. И, ну так, наверное, пару рекомендаций. То есть, если вы находите что-то, ну, во-первых, искать надо всегда понимать, что люди пишут по-разному, там, транслитерации, с ошибками. Используйте все варианты. У нас там кто-то считал, сколько, несколько сот вариантов написания слова «одноклассники» существует у нас в поиске синонимов. Поэтому учитывайте возможные ошибки. Окей. И заключительная часть моего доклада. Я хочу обратить ваше внимание, опять же, в преддверии последующего доклада, о том, что все, что вы делаете в интернете, необходимо измерять. И вот такая, наверное, не совсем точная цитата Генри Форда.
Но Генри Форд говорил, что я точно знаю, что половина моего рекламного бюджета тратится впустую. Но я не знаю, какая это половина. В интернете это можно опровергнуть. В интернете подсчетам поддается практически все. Поведение пользователей, их там, полувозрастная структура, откуда они пришли, как они по сайту передвигаются, что делают и так далее. Для этого у нас, например, есть инструмент Яндекс.Метрика. Я сейчас не буду на нем подробно останавливаться, поскольку завтра, опять же, Гульнара будет про него рассказывать, и после меня еще будет доклад про аналитические всякие возможности. Скажу лишь, что просто устанавливается. Есть масса различных отчетов, на основе которых можно делать аналитику по вашему сайту. Например, там, пути по сайту, как люди ходят. Но все же, наверное, я вам расскажу лучше примеры жизни. Мы тут проект недавно запустили. Каждый раз запуск любого проекта, на котором установлена статистика, это всегда такая детская щенячья радость смотреть, значит, на количество посетителей, сколько же там на нашем сайте пришло. Но спустя, наверное, 2-3 часа слежения, значит, там за этим счетчиком, понимаешь, что там пришло 1000 человек, 20 тысяч человек. И что с того? То есть посещаемость сайта вам никогда ничего не скажет. Это может быть какой-нибудь там, не знаю, порно-трафик из Китая. То есть это просто приходят к вам люди совершенно нерелевантные вашему сайту. И всегда необходимо следить за тем, чтобы у вашего сайта была конкретная цель к тому, к чему вы хотите стимулировать посетителя сайта. Если это интернет-магазин, как я уже говорил, это конечная цель, это продажа. Если это сайт компании, то, наверное, это звонок. Сайт, соответственно, человеку намекает: позвони нам или приди к нам в офис. Если это какой-нибудь, скажем, информационный портал, у которого основная схема монетизации — это реклама, которую он на себе размещает, да, нужно, чтобы человек, пришедший, просмотрел как можно больше страниц сайта, чтобы мог потребить больше рекламы в конечном счете. И все достижения этих целей, они считаются. Вы в интернете можете точно сказать, сколько людей выполнили то или иное действие. А если в этот момент размотать цепочку в обратную сторону и посмотреть, например, да, вы знаете, что у вас было в магазине совершено 20 заказов, например. С помощью инструмента аналитики можно размотать в обратную сторону и увидеть, что, например, там 19 из этих заказов были сделаны по рекламе, которую вы разместили на одной площадке, и всего один заказ был сделан по рекламе по другой, который вы сделали на другой площадке, а бюджет у вас при этом одинаковый. И в этот момент возникает осознание, что работает эффективно, что работает неэффективно. И вот тут как раз можно сказать, какая половина рекламного бюджета тратится впустую. Вот. В завершение всего этого вам хочу дать ссылку на сайт, где вы можете получить все эти сервисы. И на этом, пожалуй, закончу.